Абу-Наср Аль-Фараби Қыпшақ даласынан шыққан ұлы энциклопедист ғалым, ойшыл, философ, математик, әдебиет пен музыка зерттеушісі, ақын. Ол Фарабта отырар туып, алғаш білімді осы жердегі медреседен алады. Ары қарай білімін Шаш, Самарқан, Бұхара, Мысыр, Халиб, Бағдат қалаларында жалғастырып, сол заманның ең білімді дана тұлғасы болған. Ол антикалық дәуірде өмір сүрген грек ғалымы Аристотельден кейін әлемнің екінші ұстазы атанған, 70-ке тарта тіл білген. Биыл бүкіл әлемдік қоғамдастық шығыс ортағасырлық ой данышпаны Аль-Фарабидің 1150 жылдығын атап өтеді. В наступившем году все мировое сообщество отмечает 1150-летие гения восточно-средневековой мысли Аль-Фараби. Жизнь этого человека действительно достойна высокого стиля и реально принадлежит всему человечеству, потому как за право называться его соотечественниками до сих пор борются немало стран и народов. Кто же он на самом деле? Во всяком случае, совершенно и доподлинно известно, что Аль-Фараби родился на нашей южно-казахстанской земле, близ благоденствующего тогда Атрара, называемого Фараб. Несмотря на происхождение, бытует версия о том, что философ имеет персидские корни. Рассказывать его биографию – неблагодарный труд, ведь что требует от биографии? Помимо того, где родился и умер, надо подробно излагать все обстоятельства жизни и желательно в хронологическом порядке, с указанием времени и места событий. А в жизни Аль-Фараби такой конкретики маловато, и в биографии его отсутствует информация о годах детства. Информация о нем взята из легенд. Поэтому начну с легенд, потому что именно в легендах дается народная оценка значимости и популярности человека при жизни, восхищение его знаниями и мудростью, выдающимися чертами нрава и характера. Итак, легенда первая. Шел старец по пустыне с посохом в руке. Его томила жажда. От усталости он еле передвигал ноги, но он шел, не теряя надежды на чудо, и чудо свершилось. Он вдруг увидел маленький зеленый оазис. Там был сад, там было жилье, а значит была вода. Собрав последние силы, краешком челмы утерев пот со лба и приложив влажную ткань к губам, он ускорил шаги. Вот он, оазис. Вдруг дорогу ему преградил хозяин. Он тоже был стар, но суров. Это мой дом, мой сад. Я давно ушел от зла, от людей. Любой чужеземец мне враг. Я не знаю тебя, не знаю, с чем ты пришел и что мне принес, добро или зло. «Чем же я могу доказать свою доброту, если ты видишь во мне зло?» — воскликнул страждущий странник. «Ответь мне, что в этом плоде прекрасно? Его краски, его сок, его вкус или его форма?» — спросил хозяин, подняв над головой яблоко. «Ни то, ни другое, ни третье», — ответил странник. «Семя, семя, из которого родился этот сад, и вырастут другие сады. И капля воды, которая дает вечность жизни этим семенам», — добавил скиталец, теряя последние силы и падая у ног хозяина сада. Тот подхватил его и бережно отнес в свой дом. Этим скитальцем и был Абу-Наср Аль-Фараби, тем более, что она отчасти подтверждает исторические факты о том, что Аль-Фараби действительно много скитался по свету. Кроме того, упоминание о садах в первой легенде не случайно. Пишут, что какое-то время Аль-Фараби работал садовым сторожем у местного халифа и по ночам, чтобы не уснуть, писал свои знаменитые трактаты. Легенда вторая, самая разночтимая. Правитель Халиба, султан Сайф ад-Даулат, восседал на самом почетном месте среди ученых, когда пришла весть о том, что во дворце появился Мухаммед Аль-Фараби. Правитель приказал вести мудреца, чье имя ему было известно. Тот вошел в зал без поклона, все умолкли. «Прошу вас сесть», — пригласил правитель. «О, великий повелитель, где мне сесть?» — спросил гость. «Здесь каждый выбирает себе место по достоинству», — ответил султан. Тогда Аль-Фараби подошел к султану и попросил его подвинуться. Стража султана насторожилась. Султан освободил место для дерзкого и успокоил слуг. «Если он действительно великий мудрец, то мы его простим. Если нет, то будет казнен. Наберитесь терпения», — сказал султан своим подданным на неизвестном, как ему казалось, для чужестранцев языке.
Правда ваша, мой повелитель, терпение всегда было уделом сильных и мудрых, улыбнулся гость. Как же вы разгадали тайну наших слов, воскликнул султан. Я знаю 70 языков, а ваш выучил, передвигаясь по дворцу и спрашивая у стражников дорогу к трону, ответил мудрец. Вот именно эта легенда обросла самыми разными подробностями и сюжетными коллизиями. В другом ее варианте вместо слов «будет казнен» султан выразился иносказательно «будет срезан бутон со стебля». Еще в одном переложении легенды добавляется, что султан попросил гостя как бы в наказание за дерзость что-нибудь спеть, подыгрывая себе на музыкальном инструменте. Тот не растерялся, взял в руки незнакомый инструмент и запел. Сначала такую песню, что все засмеялись, потом такую, что все заплакали, а затем такую заунывную, что все заснули. Тогда Аль-Фараби неслышно покинул дворец, чтобы не подвергать себя новым непредсказуемым испытаниям. В этой легенде, что ни возьми, все правда. И множество языков он знал, и на музыкальных инструментах играл. Историки пишут, что он даже сам умел изготавливать музыкальные инструменты, зная и природу звука, и способы его извлечения, и технологию настройки на нужный лад. Ведь Аль-Фараби, помимо других ученых заслуг, вошел в историю как первый музыкальный теоретик восточного мира. Круг научных интересов Абу-Насыр Аль-Фараби просто потрясает. Он был воистину универсален, сочетая в себе выдающиеся таланты поэта, естествоиспытателя, математика, медика, философа и музыканта. Он первый распределил науку по категориям и внес свой вклад в такие области знаний, как астрономия, логика, социология, этика, философия, психология и право. Им написано около 160 известных нам трактатов, а некоторые из них, как и всякая классика, не утеряли актуальности до сих пор. Истинной правдой в том, что будучи уже 70-летним старцем, Аль-Фараби из Багдада перебрался в Дамаск, но периодически посещал и Халеб, где состоялась его памятная встреча с тамошним султаном. Великий мыслитель и окончил свою необыкновенную жизнь в Дамаске. Там сейчас находится его мавзолей и гробница.